У Дома культуры в селе Мохча теперь безлюдно не бывает. И взрослые, и детвора гуляют здесь постоянно. А для кого-то территория даже стала новым, любимым местом. Но было так далеко не всегда. Мы находимся на возвышенности, то есть Дом культуры виден, а постоянные воды у нас всю почву у нас смывают. И мы сейчас очень рады, что у нас сделали обсыпку, сделали прекрасные дорожки, скамеечки, где дети и взрослые могут отдохнуть, прекрасно полюбоваться прекрасными видами нашего села. Раньше земля была похожа на болото. Во время паводка или дождей все вокруг уходило под воду. Дренажную систему пришлось восстанавливать заново, а территорию засыпать песком и щебенкой. Помог в благоустройстве проект «Комфортная среда». Появились и новые тротуары, и скамейки, и урны. Охватила федеральная программа и еще несколько территорий в Ижемском районе. В сельском поселении Сизявск это 5 общественных территорий. В сельском поселении Шелеюр 2 дворовые территории, обустройство парка. В Ижме это проезд к парку отдыха. А это Ухтинский район. Здесь под программу попало сразу 14 участков города и соседнего поселка Водный. Дворовые территории преображаются во многом благодаря самим местным жителям. Ведь выбирали места с помощью рейтингового голосования. Жильцы 5-го дома по Комсомольской улице оказались наиболее активными, а потому уже радуются идеально ровному проезду. Обновить здесь должны и скамейки, и освещение. Весь процесс на строгом контроле самых хозяйственных собственников квартир. Ну вот из-за луж только, а так нормально, хорошо сделано. Только тут бы еще огородили вот это все-таки, раз обещали они огородить. Тогда бы мы, глядишь, цветочки посадили или что-то бы посадили, и было бы вообще прилично. А на Социалистической улице главная достопримечательность – детская площадка. Оборудовать ее жителям дома хотелось уже очень давно, а потому согласились на условия софинансирования. Построили объект с деньгами не только от федеральной программы, но и из собственных карманов. Так как базовый пакет комфортной среды дополнительные игровые комплексы не предусматривает. На подобный шаг в Ухте пока пошли немногие. Но именно с таких вот активных жителей и начинается настоящее преображение города. Знаете, я хочу, чтобы вы задали некий такой почин. Вот давайте мы наведем вот на этой территории, на всей, вот идеальный порядок. Ну, насколько это, конечно, возможно, да, с ухоженными бордюрами, соответствующими скамейками, освещением, с площадками и так далее, да? Чтобы люди выходили, у них, вот, знаете, на душе была радость. Вот он выходит, что у него комфорт, который был в его квартире, он продолжался на этой придомовой территории. Да? Из 45 муниципалитетов-участников проекта 16 уже полностью выполнили работы, запланированные на этот год. В их числе Печорский поселок Кожва. На одной из улиц здесь теперь обустроена пешеходная дорожка с 2 зонами отдыха, детской площадкой, цветниками и скамейками. Там, где раньше ездили машины, сегодня гуляют дети. Но и на этом останавливаться местные власти не намерены. Благоустроят и прилегающие территории. В Кожве у нас 3000 жителей населения. Сюда приходят и взрослые, и дети, и с родителями гуляют, и бабушками, дедушками. Есть где отдохнуть, где посидеть. Почему именно выбрали эту территорию? Потому что рядом у нас находится футбольное поле, площадка, установлены тренажеры, и дальше мы планируем здесь сделать большой спортивный центр. Не меньше планов и у воркутинцев. В этом году лидером народного голосования стал Парк Победы, одно из самых востребованных мест отдыха. И, кстати, уже преобразился городской парк. Там установили кованый забор, игровую площадку и главный символ города – фигуру оленя. Не стало дела и за дворовыми территориями. Я в этом городе и живу с 4 лет. Я была каменщиком и очень много здесь построила. И вот это вот все то, что опять возрождается, мне это очень приятно. А этот 80-метровый красавец совсем недавно появился в Усть-Цильме. Он соединяет нижнюю часть села с новым кварталом. Когда-то через ручей, протекающий в этих местах, просто прокладывали доски. Позже здесь построили маленький мостик. Вот только скромный и незаметный осенью водоем каждую весну становится коварным и многоводным. И ходить здесь очень опасно. Новый переход обошелся федеральному бюджету почти в 1 000 000.
Очень многие люди этот выбор именно поддержали. И сейчас именно для Уссыльем, для тех, кто проживает в нижнем конце Уссыльма, этот мостик имеет огромное значение. Во-первых, он все-таки безопасный. Во-вторых, не нужно спускаться по ступенькам, особенно когда там снег, когда там дождь, чтобы мало ли не подскользнуться или еще что-то. В самой столице Коми за этот год отремонтировали 20 дворов. На 2019 год заявок уже 39. Большим событием в рамках проекта стало и обновление Мичуринского парка. Оно шло с прошлого года. Этим летом излюбленное для многих горожан место озеленили. За привлечение внимания сыктывкарцев к федеральной программе в местной мэрии взялись всерьез. Один из основных критериев – это, конечно, чтобы двор был достаточно большой и максимально большое количество жителей, да, вот, испытали те улучшения, которые будут происходить. Хотя примеры есть разные, по тем годам попадали достаточно небольшие дворы, но, опять же, хорошее участие людей, правильно проведенные все оргмероприятия, потому что программа это подразумевает в том числе, очень важный ее элемент – это включение жителей. Начнутся в 2019-м работы и по благоустройству сквера в Сыктывкарском микрорайоне «Строитель». Сейчас в проект вносят последние штрихи и готовят смету. А вот многие населенные пункты Коми могут похвастаться тем, что уже пришли к финишу. Общественные и дворовые территории преобразились в Емве, Синдаре, Ченеворыке, Нившире, Путейце, Летке, Ойвоже, Зеленце, Пажге, Визинге, Благоево, Кибаньоле и Югодьяге. Любовь Филиппова, телеканал Юрган.